Следующее слово предоставляется представителю Генеральной прокуратуры Айтбаеву Улан Таштемировичу. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый суд. По существу рассматриваемого вопроса Генеральная прокуратура выражает следующую позицию. Так, в соответствии с подпунктом Ч пункта 106 положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел Кыргызской Республики, утвержденного в 2013 году, одним из оснований для увольнения сотрудника является осуждение его близких родственников за совершение особо тяжких преступлений. Авторами ходатайств указывается на дискриминационный характер рассматриваемой нормы, выражающийся в ограничении конституционных прав лиц путем наступления правовых последствий в виде увольнения со службы из органов внутренних дел при независящих от них обстоятельствах, чем нивелируется принцип о личной виновной ответственности за совершение преступления. Как указывается, введение и применение данной нормы является ничем иным, как дискриминация по семейно-родственному положению, а установление новых обязанностей и ограничений при прохождении службы в органах внутренних дел противоречит конституционному принципу, гарантирующего стабильность в правоотношениях между работником и работодателем. Однако, имеющиеся научные определения, так же как и законодательный подход к сущности государственной службы, в том числе и службы в правоохранительных органах, базируются на том факте, что этот вид деятельности является публичным, предусматривающим осуществление и реализацию государственных функций от имени и по поручению государства, имеющий властную составляющую и социальную направленность. При этом специфика данного вида деятельности по обеспечению исполнения полномочий государственных органов предполагает особый порядок, правовой статус государственных служащих в трудовых отношениях, регламентируя правовое положение госслужащих. Порядок поступления на государственную службу и ее прохождения государство может устанавливать и особые правила. В этой связи не подлежит сомнению то обстоятельство, что добровольно избирая такого рода деятельность, гражданин соглашается с ограничениями, которые обуславливаются приобретаемым им особым правовым статусом, а потому установление соответствующих правил прохождения госслужбы и требований к избравшим ее лицу не может рассматриваться как нарушение прав, закрепленных Конституцией Кыргызской Республики, на равный доступ к государственной службе и право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род занятий и профессию. Кроме этого, различия в правовом статусе лиц, принадлежащих к разным по условиям и роду деятельности категориям, согласуются с принципом равенства, закрепленным в статье 16 Конституции, потому как они являются объективно оправданными, обоснованными и соответствуют конституционно значимым целям. Учитывая вышеуказанное, наличие судимости близких родственников должно оставаться объективным фактором, не обязательно определяющим, но однозначно требующим особенного внимания и влияющим на решение о приеме на службу или о продолжении ее прохождения, потому как риск девиантного поведения в данном случае будет не исключенным. Безусловным и принципиальным является то, что специальные правила регулирования служебных отношений, установленные для достижения целей и задач государственной службы, с учетом ее объективно существующей специфики, должны быть прежде всего справедливыми и необходимыми. В свете рассматриваемого вопроса рациональным видится установление более конкретизирующих критериев при разрешении подобных вопросов, отличных от существующих, с применением индивидуального подхода к изучению деталей, к примеру, об имеющих взаимоотношениях и частоты общения между родственниками, материальной или иной зависимости этих лиц, а также от характера самой службы. Вместе с тем, Генеральная прокуратура придерживается мнения позиции о том, что норма подпункта Ч пункта 106 положения, названного уже положения, утвержденного постановлением правительства, в части увольнения со службы при осуждении близких родственников сотрудников за умышленные особо тяжкие преступления, не противоречит части 5 статьи 6, частям 2, 3 статьи 16, части 2 статьи 20, части 3 статьи 42 Конституции Республики. А пункт 1 постановления правительства номер 360 от 20 июня 2013 года не противоречит части 1 и 2 статьи 20 и части 3 статьи 42 Конституции Республики. У вас все? Да, все. Спасибо.